Аннексия Крыма добавила России проблем. В третью годовщину оккупации Крыма российский независимый журналист и видеоблогер Саша Сотник спросил у жителей и гостей Москвы, что для них значит возвращение Крыма в родную гавань. И можно ли принимать так называемые ЛНР и ДНР в состав России. А вам что дал Крым наш? Возможность туда путешествовать, ездить летом отдыхать. И планирование туда, возможно, даже переехать. Я считаю, что это праздник. Вы не считаете это праздник? Нет. Так, а что вам дало присоединение Крыма к России? Ничего. Совершенно ничего. А если завтра господа из так называемых Донецкой и Луганской народных республик попросят присоединить их к России, принять в состав России, это надо сделать, на ваш взгляд? Вот вы бы присоединили? Если они согласятся, но это, думаю, чревато большими последствиями для России. А Крым не чреват? А Крым для меня, мне кажется, нет. Почему? А санкции? Ну, санкции переживем. А кто ввел санкции? Кто ввел санкции, вы знаете? Вот против вас. Против меня мое государство. И вам это нравится? Что делать? Смотрела телевизор, да, вместе, так сказать, с Крымом. Да, была, мысленно. Если Донецкая так называемая Народная Республика и Луганская Народная Республика попросятся в состав России, их надо принять или нет? Ваше мнение? Я думаю, да. Ну, нужно людям помочь. Все-таки они страдают из-за этой Украины. Им нужно помочь. Их нужно. Я вот даже, когда смотрю, мне даже жалко людей. Наверное, все-таки должен быть референдум. Не так, как с Крымом, да? То есть его взяли, а у нас не спросили. Мы поговорили в семье о том, что это событие произошло, о том, что нам повезло быть в это историческое время, когда Крым вернулся в Россию. А что лично вам дал Крым наш? Присоединение. Национальную гордость. А в материальном плане? Ничего. Для меня присоединение Крыма вообще ничего не дало, даже скорее нарушило мои хорошие отношения с родственниками на Украине. Крым чей? Не наш.